Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба. Это еженедельная передача «Вокруг Абхазии» о самых ярких и важных событиях в мире, во внешней политике нашей республики, о серьезных имиджевых мероприятиях и о многом другом. Пожалуй, начнем. Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства гражданами Абхазии и Южной Осетии. Граждане, постоянно проживающие в своих государствах, должны подать заявление в российское диппредставительство. Если же проживают на территории Российской Федерации, то должны подать заявление в территориальный орган МИД России по месту пребывания, жительства или проживания. Вместе с заявлением иностранцы должны предоставить ряд документов, удостоверяющие личность, подтверждающие наличие гражданства своей страны, свидетельство об изменениях в личных данных, 3 фотографии. В случае просьбы о приеме в гражданство ребенка или недееспособного лица потребуются дополнительные документы. К другим темам. Переговоры России и Украины могут продолжиться в Стамбуле, поскольку ни одна из сторон не высказала претензий по поводу этой площадки, заявил «Известиям» посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Ключевой вопрос диалога Москвы и Киева – обеспечение безопасности Российской Федерации, отметил дипломат. На этом фоне в Вашингтоне заявляют, что встреча президентов России и США должна пройти как можно скорее. Сейчас решаются вопросы о месте и времени ее проведения. А уже 19 мая лидеры проведут очередной телефонный разговор о том, где могут продолжиться переговоры Москвы и Киева и как на это повлияет диалог президентов России и Соединенных Штатов. Вышел большой материал издания «Известия». Выбор площадки для переговоров с Киевом был инициативой России, подчеркнул посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. Пока никаких нареканий по поводу возможности ведения переговоров в Стамбуле как на нейтральной площадке, доступной обеим сторонам, ни с одной стороны высказано не было. Поэтому есть шансы, что продолжаться диалог будет именно там, но при обоюдном желании сторон. Он может быть размещен в другом месте, заявил дипломат «Известия». Также, по словам российского дипломата, ключевым вопросом переговоров России и Украины является обеспечение безопасности России от воздействия Запада путем украинских военных возможностей. Поэтому без его урегулирования вряд ли удастся договориться о достижении устойчивого мира на длительный промежуток времени. К сожалению, сейчас в украинской риторике мы этого не наблюдаем. Главное, чего хочет Россия – безопасности для своего населения и своей государственности, подчеркнул Мирошник. Одной из главных договоренностей во время прошлого раунда прямых переговоров России и Украины стало согласие на обмен по формуле 1000 на 1000. По словам Мирошника, контакты в этой сфере уже отработаны. Договоренности об обменах не первые, они не начались только исключительно благодаря возобновлению стамбульского формата. До этого обмена на сегодняшний день только с начала года мы забрали 596 ребят из украинского плена, поэтому контакты там отработаны, есть и прямой контакт, есть и присутствие, соучастие отдельных международных организаций и государств, они там задействованы, но прямой диалог между сторонами в этом смысле есть, и он начался не сегодня, сказал Мирошник. Первые за 3 года прямые переговоры Москвы и Киева состоялись 16 мая в Стамбуле. В этот день в город прибыли делегации сразу 4 стран – России, США, Украины и Турции. После встречи в формате США, Украина, Турция наконец стартовали долгожданные переговоры российских и украинских представителей. Они продолжались почти 2 часа и завершились достижением ряда договоренностей. Пожалуй, самой важной из них стал именно обмен пленными. В день переговоров также стало известно, что Москва и Киев обменялись телами погибших военнослужащих. Россия передала 909 тел, Украина – 34. По теме возможного прекращения огня стороны договорились представить свое видение этого процесса в деталях. Если обмен состоится раньше, чем начнется второй раунд, Москве и Киеву нужно будет искать новые точки соприкосновения, от которых можно будет отталкиваться и намечать новые встречи, сказал «Известиям» аналитик Центра средиземноморских исследований ВШЭ Тигран Милоян.
Стремится к диалогу с российским президентом и Дональд Трамп, сообщают «Известия». Еще 15 мая Трамп заявил, что в вопросе урегулирования украинского конфликта ничего не произойдет, пока не состоится его встреча с Путиным. Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что сейчас решается вопрос о том, где и когда пройдут переговоры, а также обсуждаются возможные темы беседы. Американская сторона хочет провести ее как можно скорее, цитата. При этом уже 19 мая лидеры России и США поговорят по телефону, подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Трамп отметил, что собирается обсудить с российским коллегой урегулирование конфликта на Украине и вопросы торговли. По итогам беседы он планирует пообщаться с Зеленским и лидерами стран НАТО. Это будет третья беседа Путина и Трампа с момента вступления республиканца на должность президента. Тем временем Пекин выразил надежду на продолжение переговоров между Россией и Украиной для достижения долгосрочного и справедливого урегулирования ситуации, подчеркнув необходимость политического диалога. Китайские власти выступают за сохранение и развитие переговорного процесса между Россией и Украиной, передает ТАСС. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин подчеркнула, что Китай рассчитывает на дальнейшее обсуждение сторонами украинского кризиса ради поиска справедливого и устойчивого мира. Мы надеемся, что заинтересованные стороны продолжат переговоры и диалог для достижения справедливого, долгосрочного и обязующего мирного соглашения, приемлемого для каждой из них, и в итоге добьются политического урегулирования украинского кризиса, заявила она на брифинге. Мао Нин прокомментировала переговоры, прошедшие ранее в Стамбуле, отметив важность нахождения общего решения для выхода из кризиса. Власти КНР ранее неоднократно заявляли о необходимости дипломатических усилий для прекращения конфликта на Украине. Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что считает Ватикан оптимальным местом для возможных переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Как пишет газета «Взгляд», российская сторона в ходе следующего раунда переговоров с Украиной может затронуть обсуждение параметров прекращения огня, считает посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Продолжаем передачу. Новости и постоянные информационные вбросы в медиапространство о том, что Сухумский аэропорт вне закона, что он аннулирован, что Международная организация гражданской авиации его не признает и что полеты из Сухума противоречат ее принципам, уже набили оскомину, но все еще продолжают выходить массово. И тут понятно, откуда ветер дует. А самолеты как летали, так и продолжают летать. В сегодняшней передаче политические и экономические аспекты работы аэропорта мы обсудили с директором Института экономики и права Фатимой Камке. Предлагаем вам интервью с ней. Здравствуйте, Фатима Гурамовна. Мы рады вас приветствовать в студии Абхазского телевидения. Добрый вечер. Спасибо большое, что пришли. И хотели бы сегодня поговорить подробнее о нашем аэропорте, который недавно начались полеты. Это долгожданное вообще событие. 32 года не было полетов гражданской авиации. Вот очень много, конечно, в Грузии пытаются вставить палку в колеса, да, и постоянно ущипнуть, уколоть в этом, если говорить простым таким языком, заявляют протесты. Но как вам кажется, все-таки политический аспект этого вопроса, он какой? Вот в политическом смысле что означает оно? Я думаю, я бы сказала, в политико-правовом ключе это на самом деле очень весомый шаг в развитии сотрудничества, в последовательном взаимопризнании, уважении стратегического партнерства со стороны России в отношении Абхазии. И я думаю, что на самом деле, возможно, такая реакция, она в некотором смысле, наверное, имеет свои основания в силу того, что действительно переоценить очень трудно. Вот то, что произошло, открытие аэропорта в целом, на мой взгляд, это очень существенное, знаковое событие и в политико-правовом ключе, и с точки зрения экономического развития Абхазии. И я думаю, что, безусловно, новый шаг, это новый этап на самом деле развития Абхазии и дальнейших разрешения и противоречий, всех сложностей, потому что это начало нового пути
открытие новых возможностей, или, как говорят еще, окно возможностей, все, что связано с транспортной инфраструктурой. Оно открывает совершенно другие иные возможности иного уровня для Абхазии, поэтому на самом деле привлекается очень много внимания со стороны экспертов, СМИ, политического сообщества вокруг, безусловно, и я думаю, это на самом деле обосновано. А как вам кажется, вот раз вы тоже как раз затронули правовой аспект, помимо вот этих бесконечных протестов, которые заявляют в Грузии и организация гражданской авиации международная, реально юридически воздействовать на полеты как-то там могут? Знаете, мы должны рассматривать вообще все, что сейчас происходит в контексте глобальных процессов, и исходя из предназначения, собственно говоря, вашей передачи непосредственно, ну и в целом сама проблематика этого требует. Я бы сказала, что международное право, оно переживает очень серьезный кризис, поэтому если мы будем говорить с точки зрения отдельных нюансов, то, может быть, мы вынуждены будем, может быть, в какой-то части в чем-то соглашаться, но мы должны исходить из того, что нормы международного права действительно испытывают очень серьезный кризис, и если ориентироваться на них, то мы можем быть из состояния коллапса долго очень не выходить. Россия с этой точки зрения осуществляет прорывные действия, потому что надо выживать, надо утверждать собственное «я» государством. И если мы находимся в такой связи, как стратегическое партнерство и совместное развитие, мы, по сути, не видим без этого сотрудничества свое будущее, свою перспективу, то, естественно, мы идем вместе, взявшись за руки, и с этой точки зрения в новый мир, в многополярном мире, где региональные союзы и, соответственно, связи и сотрудничество будет все более актуализированы. И с этой точки зрения это как раз-таки укладывается вот в эту парадигму многополярного мира, развития евразийского составляющего, где будут иметь очень важное значение вот эти региональные связи, в том числе, соответственно, получающие отражение в транспортной логистике. Примером этого и как раз является, да. Да, вы затронули сейчас очень интересную тему, она напрямую, возможно, к этой не относится, но когда вы говорите о кризисе норм международного права, что может быть, я думаю, что вы частично сейчас ответили на этот вопрос, Да, но да. что конкретно вы под этим подразумеваете? Кризис, я имею в виду, что, собственно говоря, знаете, когда начались события в СВО и вот однополярный мир перешел в постглобализационное, еще говорят, да, вот составляющую, то я помню, знаете, очень четко одна студентка, которая закончила факультет международных отношений, она стала таким расхожей записью в соцсетях, блуждала очень долго, да, где она говорит: ну все, прощай моя профессия, работы нет, собственно говоря, потому что все, чему мы учили, тем нормам, тем ценностям, которым был привержен мир, и с учетом структуры международных отношений, тех международных организаций, которые имели важное значение и роль, то все это вместе в совокупности, оно и претерпевает, и находится в состоянии даже не просто кризиса, а острого кризиса. Вернемся к теме аэропорта. И я хотела бы, может быть, вы бы выделили бы отдельно, что значит открытие аэропорта вот в сфере экономики, экономических отношений. Но я хочу сказать, что с точки зрения экономики имеет несколько, да, составляющих. Например, частная сфера, да, то есть отдельные предприниматели. Все-таки у нас, если говорить более простым языком, да, что все-таки сформировался класс предпринимателей, активно идет формирование такого слоя, задействованного в экономике республики. И здесь, что касается именно транспорта, таких крупных объектов, да, они, собственно говоря, должны быть непосредственно работать на государство. То есть здесь такие проекты, как транспорт, в частности, авиасообщение, другие виды транспорта, я думаю, они не могут находиться в частной сфере. Это прежде всего связано с усилением позиций государства. И я думаю, мы с вами пережили
серьезные кризисы, и то, что у нас политические кризисы раз от разу происходят, на мой взгляд, это тоже связано как раз-таки со слабостью государственных структур в экономическом смысле. Общество ожидает, что государство, институты государства будут решать много вопросов, и здесь пока вот этот баланс, он не выработан. У государства должны быть возможности зарабатывать и иметь действительно возможности экономические для того, чтобы решать, соответственно, весь тот круг проблем, и обязанности, которые за государство никакие другие структуры выполнять не могут. Я думаю, что называть не обязательно сейчас, но в принципе это всем достаточно понятно. И, конечно, может быть открытие непосредственно аэропорта. Я сейчас говорю о государственном интересе, безусловно. Я несколько аспектов имеет вообще сам факт открытия, я думаю, до самых главных, если сказать. Да. Второе, конечно, аэропорт открывает возможности вообще очень активного развития восточной части Абхазии, что тоже является одной из главных вопросов на сегодня для Абхазии. Оживление, социально-экономическое оживление вообще восточной части Абхазии. Вы думаете, это может повлиять? Безусловно, безусловно, потому что почему говорят об отдельных объектах как локомотивах экономики, потому что один такой крупный прорывной проект может стать локомотивом. Он за собой потянет туризм как основную сферу, в которой задействовано у нас население, безусловно. И, кстати, потянет он и даже аграрный сектор, я тоже думаю, как второй пункт вообще в экономике республики, потому что люди будут, естественно, двигаться, да, перемещаться. Люди будут приезжать напрямую в восточную часть Абхазии. И, конечно, активность движения, перемещения людей с этой точки зрения сделает очень быстрым темпы развития Восточной Абхазии. Ну, я думаю, что не только в Восточной Абхазии, в целом аэропорт, конечно, не есть локальный проект, он есть общеабхазский, безусловно, проект, но я хочу сказать, что с точки зрения расположения географического он одновременно решает вот этот очень важную задачу стратегического развития Абхазии. Я еще хочу сказать, что спасибо большое начальник управления транспортом Астамур Бганба дал мне очень важную такую информацию. Я, в принципе, предварительно и владела ею, но как человек от науки перепроверять всегда, я думаю, это приятно, очень важно. да. И он мне сказал, вот такая интересная цифры. Они очень важны в данном контексте. 460 человек на сегодня работают, задействованы в деятельности, да, и в аэропортах. И из них 355 граждане Абхазии. То есть и это только трудоустроенность, как минимум. Да, и хочу сказать, что это трудоустроенные люди, притом они работают в разных сферах, начиная там с обеспечения безопасности, правопорядка на территории, да, аэропорта, но также и в технических сферах, в разных службах работают. Зарплаты, соответственно, это перспектива иной коммуникации, я бы сказала, что очень важно с точки зрения социально-экономического развития. Конечно, есть проблемы, безусловно, с точки зрения того, что испытывают некий дефицит вот именно в авиаменеджменте, специалистов не хватает, допустим. Все, что касается таких очень технологизированных узких сфер, как диспетчерские службы, как мне объяснили, но идет работа Да. по Ну, кстати, части... можно тут ремарку сделать, Да. потому что вот как мама выпускницы, я знаю, что Россотрудничество дало огромное количество квот на обучение в Росавиации, гражданской авиации. Как раз Верно. это... И вот, кстати говоря,
пока люди, как мне кажется, очень слабо на это реагировали, но это пока. А тут понятно, что впереди аэропорт уже открыт, и Да. поэтому не напрасно такое количество квот прислали в этом году, и это тоже, видимо, связано. Я бы хотела сказать, что вообще воздушное сообщение — это же все-таки технологизированный уровень сферы деятельности. Да? Вот там самые современные технологии, и связанные и с программным обеспечением и так далее, и так далее. Поэтому возможность вообще работать, быть трудоустроенным большому количеству наших граждан — это, безусловно, очень серьезное достижение, на мой взгляд, на самом-то деле. И, ну, и, соответственно, я думаю, что вопрос транспортной логистики, он будет и в дальнейшем очень актуальным будет оставаться. И, соответственно, я думаю, что вот создается же самостоятельная структура, была создана, да, сейчас вроде передают Министерству экономики, но и это, кстати, на мой взгляд, это вообще правильный шаг, потому что нужно общеконцептуальное развитие и в экономике страны. Все, что будет связано с транспортной сферой, будет занимать очень, судя по тому, как развивается мир, именно как транспортный очень серьезный узел, может быть, Абхазия рассматривается с точки зрения перспективы развития. Очень интересно. И небольшая ремарка, все-таки я слежу за этим, как за всеми соцсетями, очень часто вижу комментарии. Многие, конечно, которые хотели вот в России и ждали открытия этого аэропорта, Да. я сейчас имею в виду больше российских туристов, немножко пока опечалены тем, что цены высоки на билеты достаточно. Да, как вам кажется, вот тут будет срегулировано какая-то? Идет сейчас работа, и, кстати, тоже по этой информации с Тимура Абганова идет работа сейчас, взаимодействие с парламентом, Народным собранием Республики Абхазия, чтобы льготы, соответствующие такие же льготы инвестиционные, какие существуют в Российской Федерации, там все это связано с НДС, чтобы это правило работало и на авиасообщение в Республике Абхазия. Конечно, здесь есть, знаете, как чуть-чуть надо вот здесь потерять, как бы, чтобы дальше больше получить. И с этой точки зрения всегда бывает сложно, потому что быстрые деньги получить, это всегда кажется надежнее. Поэтому я думаю, что это обязательно решится. И, видимо, как направление движения идет в сторону повышения количества рейсов, за счет чего будет сниматься вот эта проблема. С 1 июня ожидается повышение числа рейсов по основному направлению Сухум-Москва, и дальше уплотнение будет по других расширениях географии авиасообщений по всей России. Да. Огромное спасибо за такой подробный и предметный разговор. Спасибо большое. На этом сегодня все. Будем продолжать держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.